В эфире «Своих не бросаем». История подвигов и судьбы героев. С вами Юлия Краснова. И Артур Галеев. Гость нашей студии сегодня – участник СВО, кавалер Ордена Мужества и медали Суворова Вячеслав Евстифеев. Здравствуйте. Здравствуйте. Вячеслав, вы профессиональный военный. Расскажите нам, пожалуйста, с чего начался ваш путь и все-таки о том, как вы приняли участие с самого начала в зоне специальной военной операции. Закончил учебу, отучился в профессиональном училище, отслужил в армии, уволился и устроился на гражданке. Сперва грузчиком отработал недолго. Устроился потом в частную охрану предприятия. Год отработал, ну и решил подписать контракт. Подписал контракт в 2015 году в спецназе в 29-м. И все. Меня потом перевели на Кавказ. На Кавказе я отработал 6 лет. 2 командировки в Сирию были. После этого я думал завязать с военной службы, уволился. Но в итоге служба для меня была превыше всего. Я подписал новый контракт уже в Министерстве обороны, в 108-м полку ВДВ. И после подписания началась уже специальная военная операция на следующий год, в 22-м году. Мы зашли туда, на Херсонское направление, зачистили Херсон и продвигались в сторону Николаева, в Николаевскую область. А вот я вижу у вас боевые награды. Расскажите, когда, при каких обстоятельствах, за какие подвиги они получены и какие из них уже на СВО? Медаль Суворова меня наградили за то, что устанавливал мины, и на этих минах подорвалось 4 бронетехники вместе с пехотой. За это был награжден. Орденом Мужества это наградили уже после ранения. На СВО я получил только за боевые отличия. Все остальные награды государственные я получал уже в госпитале. Но 2 медали у вас за Сирию, правильно? 1 за Сирию и 1 за Кавказ. Вячеслав, какие задачи в зоне специальной военной операции вы выполняли? Первая изначальная задача для меня была это установка минных полей. Потом, когда уже к нам стали приезжать бойцы разведподразделений, моя главная задача уже была проводить их через свои минные заграждения и встречать. Бывали такие моменты, когда приходилось уходить именно с разведгруппой в тыл к противнику, устанавливать минные заграждения и возвращаться обратно. Иногда действовали на налетах, на наблюдательные посты, брали языков. Угу. Сапер ошибается 1 раз, правильно? Нет. Нет? Он ошибается дважды. Дважды? Да. Первый раз это при выборе профессии, а второй раз, так сказать, при Да. разминировании, да? Да? Вячеслав, у вас многодетная семья, правильно? Да, верно. А в вашей семье были какие-нибудь военные, может быть, кто-то служил в рядах МВД, например? Прям военных, если только отслужили срочную службу в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, и все. Профессиональный военный вы первый в семье? Да. Гордятся вами? Еще как. И переживает наверняка. Кто больше всего поддерживает вас? Мама. А вы сами сказали: «Мама, я 300». Я маме не звонил. А кому вы позвонили в первую Отцу. очередь? Отцу? Вы сказали: «Папа, я 300». Да. Вы лежали в Бурденко? Да, в 8-м филиале Бурденко. 8-й филиал, да? Отец к вам через 3 дня уже прилетел. Да. Почувствовали поддержку? Конечно. Все-таки от этого многое что зависит. Даже самая реабилитация, она идет уже намного быстрее, когда рядом с тобой родные и близкие. Ко мне отец приезжал 2 раза и всегда брал моего братишку родного. И я просто со слезами на глазах встречал его. Сейчас наверняка грандиозные планы на будущее. Может быть, какой-то вид спорта. Вот мы с Артуром играем в хоккей. Он играет в хоккей на воротах. Какие у вас планы? Пойти на стендовую стрельбу полевую, и достичь там высот определенных. У каждого, наверное, есть какие-то предрасположенности. Вы наверняка меткость, да? Это ваш такой основной козырь. Не козырь, это уже профессиональное больше всего.
А какие навыки еще вы развили уже в зоне специальной военной операции? То есть наверняка были определенные навыки приобретены на военной службе, а вот там что вам пригодилось и что еще успели в себе накопить, развить из человеческих качеств, из профессиональных? Больше всего солидарность какая-то. Стал более спокойным. Я даже не мог себе этого представить, что после таких боевых действий можно быть спокойным человеком. А как у вас проходила реабилитация? Мы знаем, что у вас, так сказать, очень 2 тяжелых ранения. Я долгое время находился в госпитале, то есть общался со специалистами, которые меня уже более подготовили к гражданской жизни. А после выписки мне уже стало попроще находиться в кругу семьи, друзей, близких, родных. Начал восстанавливаться потихоньку, даже не потихоньку, а намного быстрее, чем в самом госпитале. Все равно чувствовалась поддержка. А сейчас уже все, освоился. Поддерживаете общение с ребятами, с которыми воевали бок о бок? Те, кто остались, да, с ними поддерживаю. Кто-то поступил на учебу, высшие военные, кто-то там же находится. Не всех раскидала судьба. Вот, должны гости приехать, товарищ. Жду. Какой у вас позывной, если не секрет? Енот. Енот? Почему енот? Надо было добывать необходимые вещи для себя, такие как боеприпасы. Где-то, если была возможность, то мог найти приборы ночного видения, тепловизоры. И один день после такого случая мы сидим, пили чай, и один товарищ вспомнил, когда-то на учениях у них енот стащил еду из рюкзака. И он сидит, такой на меня смотрит, енот. И все, и так прикрепилось. У нас был один парень с позывным «Ворона». Вот все, что блестело, он все тащил к нам на 0-й километр. Например, автомат, пулемет. Да, гранаты, автоматы, то есть БК, все это тащил. Ну, с такими позывными нигде не пропадешь. И на гражданке в том числе. Это точно. Чем здесь сейчас занимаетесь? Вот как выстраиваете? Может быть, тоже учебу планируете? Может быть, трудоустроиться? На данный момент я уже служу в военном комиссариате Республики Башкортостан. В начале нового учебного года уже буду поступать на высшее образование. А дальше уже присвоение нового звания и продолжение службы. Мы всем задаем этот вопрос. Что помогает выжить? Вот вам что помогало выживать? Может быть, это личные качества, может быть, ваша меткость и зоркость? Естественно, это поддержка близких была, вера в себя, никакого уныния, и профессионализм сыграл немаленькую роль. Что такое для вас патриотизм, что для вас любовь к родине? Раньше это было естественным, а сейчас мы даже на эту тему дискутируем. И человеку, который за эту родину кровь проливал, мне очень важен ваш ответ. Для меня патриотизм – это, во-первых, любовь к родине, которая меня воспитала, дала мне образование, работу. И, естественно, это мой личный долг уже как мужчины отстоять суверенитет Российской Федерации. Мы все готовимся к этой нашей общей победе. Как думаете, что нам поможет победить? И в чем наша сила, кроме того, что она в правде? Сила в единстве нашего народа. Многонационального. Да, к тому же многонационального народа. Победа будет за нами. Это уже предначертано. А враг обязательно будет разбит. Вячеслав, большое спасибо, что пришли к нам в студию. Пожалуйста, оставайтесь таким же целеустремленным. И, как вы и сказали, победа обязательно будет за нами. Крепкого здоровья и простого человеческого счастья. Спасибо. Это была передача «Своих не бросаем» о подвигах современных героев, о тех, Кто приближает победу в тылу. С вами были Артур Галеев И Юлия Краснова. Увидимся через неделю.